Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir su. Проходит 22 года со дня смерти великого лидера Гейдара Алиева. С тех пор ежегодно 12 декабря по всей стране и за ее пределами проходят памятные мероприятия, чтобы отдать дань памяти архитектору независимого Азербайджана, прославившего его на весь мир и укрепившего его независимость Гейдару Алиеву. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алирзаоглу Алиев родился 10 мая 1923 года в азербайджанском городе Нахчеван. Уже в 1944 году Гейдар Алиев в возрасте 21 года был принят на работу в органы государственной безопасности. С 1964 года Гейдар Алиев занимал пост заместителя председателя, а с 1967 года председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров Азербайджанской ССР. Спустя 2 года, 14 июля 1969 года, на проходящем пленуме ЦК Коммунистической партии Гейдар Алиев был избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии Азербайджана. Уже тогда, хорошо знакомый со всеми особенностями советского строя, Гейдар Алиев начал предпринимать важные шаги в направлении ликвидации социально-экономической отсталости Азербайджана. Для достижения динамичного развития, охватывающего все сферы Азербайджана, Гейдар Алиев проводил гибкую и последовательную политику, реализовывал различные программы по развитию специализированных сфер промышленности и агропромышленного комплекса. В результате рост производительности труда в нашей республике стал фактором, сильно повлиявшим на развитие экономики. Несмотря на запреты советской идеологии, именно под руководством Гейдара Алиева были предприняты значительные шаги по развитию родного языка, являющегося одной из составляющих национально-нравственных ценностей. В принятую в 1978 году Конституцию Азербайджанской ССР была внесена статья, придающая азербайджанскому языку статус государственного. Этим был дан важный импульс развитию национального самосознания. В декабре 1982 года Гейдар Алиев был избран членом Политбюро ЦК Компартии Советского Союза, назначен на пост первого заместителя председателя Совета министров СССР. Работая на этом посту, Гейдар Алиев руководил важнейшими областями экономической, социальной и культурной жизни СССР. В октябре 1987 года в знак протеста против политики, проводимой Политбюро ЦК Компартии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, Гейдар Алиев ушел в отставку с занимаемых должностей. В связи с кровавой трагедией, учиненной 20 января 1990 года в Баку советскими войсками, Гейдар Алиев, выступив на следующий день в постоянном представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против двуличной политики руководства СССР в связи с возникшей в Карабахском регионе острой конфликтной ситуацией в июле 1991 года, Гейдар Алиев покинул ряды Компартии Советского Союза. Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991-1993 годах занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчеванской автономной республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской республики. На проведенном в 1992 году в Нахчеване учредительном съезде партии Ени Азербайджан Гейдар Алиев был избран председателем партии. Когда в мае-июне 1993 года в результате крайнего обострения правительственного кризиса в стране возникла угроза гражданской войны и утрата независимости, Гейдар Алиев принял настояние народа и руководства республики и 9 июня прибыл из Нахчевана в Баку. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской республики. С того самого момента Азербайджан начал стремительно развиваться как в экономической, так и военной и политической сферах, заявив о себе на международной арене. Под руководством Гейдара Алиева Азербайджан превратился в одну из динамично развивающихся стран мира. 11 октября 1998 года Гейдар Алиев был вновь избран президентом страны. В 2003 году в связи с ухудшением состояния здоровья Гейдар Алиев принял решение не участвовать в президентских выборах. 12 декабря того же года великий лидер ушел из жизни, оставив после себя огромное политическое и духовное наследие. Одной из его величайших заслуг стало воспитание и подготовка выдающегося государственного деятеля Ильхама Алиева, который достойно продолжил мудрую и дальновидную политическую линию Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что самым сокровенным желанием общенационального лидера было освобождение азербайджанских земель, почти 3 десятилетия находившихся под оккупацией, восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны.
В 2020 году азербайджанский народ, сплотившись вокруг своего президента и верховного главнокомандующего, сумел исполнить это заветное желание великого лидера. Безграничная любовь выдающегося государственного деятеля, незабвенного лидера азербайджанского народа, блестящего дипломата и оратора Гейдара Алиева к родине навсегда останется примером для будущих поколений. Неприходящее наследие Гейдара Алиева и сегодня находит свое отражение в делах и государственной мудрости президента Ильхама Алиева, укрепившего историческую победу 2020 года и открывшего новую эпоху развития независимого Азербайджана. Sonuçta ruhsat ettiğinizde bırakacağız. Türkiye'de sevilen tanınan konuş olmak haklarımız. Çünkü biz kendisinin Спасибо и за это. Вот. Ну, уже не первый год. Поэтому и там, что вообще я ни о чем не думал, так? Так что еще все впереди. Вот. Мы давно знаем друг друга. Это великий ваш современник, великий человек. И как в творчестве у меня есть целая статья, предисловие книги. Вот. И как общественный деятель, и как личность, как интеллектуал. Вот в нашем общем движении «Да», значит, диалог Авразии. Там один из ведущих фигур, это как раз наш Анар. Вот. Мы с ним пытаемся там тоже как соучаствовать. Вот. Поэтому, Анар, дорогой, На вас я поправляю. да, двигайся дальше. Я ему только предложил не изменять дистанции. А то он говорит, я догоню, перегоню, там такое. Давай дистанции сохранять. Между нами 10 лет. Ни вперед не иди, и назад не отставай. Так. Спасибо, Сергей Иванович. Да. Большое спасибо. Вот. Я с родных людей, приятелей, друзей. Вот. Какое-то духовное застолье здесь. Духовное застолье, понимаете? Вот. Вместе с вами, вот еще раз подчеркиваю, мы с вами современники. Это заезженное слово современник. Но подумайте как-нибудь в отдельном случае, что такое современник? Это неповторимое. Ты сам неповторим, и твои современники неповторимы. После нас что будет, это сам Аллах знает, так вот. А вот то, что сейчас происходит в мире, в эпоху нашу, это зависит во многом от нас самих, от современников, от того, насколько мы взаимопонимаем друг друга, так, взаимоуважаем,
взаимодействует. Так. И это во всех сферах, во всех отраслях жизни, сущности нашего бытия. Вот к этому я, как Аксакал, призываю вас. Вот. Будем все единодушны в нашу как современники. Спасибо за внимание. Что вы сейчас находитесь в нашем университете. Это, конечно же, очень приятно мне. Сначала до вопроса я хотела бы сказать спасибо вам за ваше произведение, и особенно за произведение «Материнское поле». Я его читала 2 года назад. Ну, вы не представляете, какие у меня чувства были, когда я читала это произведение. Спасибо. А вот новый роман нынешний читали, нет? Нет, честно говоря, не читала. Ой, я вот читала... всем, пользуясь случаем, все студенты здесь, значит, вот, хочу вам сказать, что вышел в свет, пока здесь еще на русском языке, роман называется «Когда падают горы». Да? Вот. И, ну, он везде, на многих языках, представление этой книги, сугубо современную тему. Вот здесь в выступлениях наших ученых говорил о том, что якобы мое произведение, мое творчество отвечает современным, так сказать, нашим. Вот там это те, которые живут с нами сейчас, в эти дни. И они тоже переживают всеобщий, так сказать, процесс глобализации. В то же время каждый из них имеет свою частную судьбу. Поэтому, вот, пользуясь случаем, я позабыл об этом сказать. Всем студентам я вот, говорю, да. Презентация этой книги, например, турки перевели на турецкий язык, и презентацию провели у нас. Продажи есть? Да, продажи есть. Говорят, продажи есть, мы можем приобрести, так никаких проблем нет. Пожалуйста, задавайте. Я хотела бы задать такой вопрос. На каком языке вам удобно писать и думать? Вы понимаете? Вот. Это точно. Да, это подсознание, да. Вот. Я страдаю от сновидений. Говорят, что сны должны от случая к случаю. У меня, как только я закрою глаза, все. Даже в машине, если еду, я на секунду задремлю, я уже вижу сон. Ну, наверное, это не очень хорошо, потому что мозг не успевает отдыхать. Да. Вот. Но в любом случае на 2 языках я переживаю все и то, и другое. И в зависимости от, если бы я находился сейчас у себя в Бишкеке, естественно, я выступал на киргизском языке. Так. Здесь надо... Kurtardı diyor. Ne diyor? Kurtardı. Tamam. Burası burası. Olmaz kızım. Olmaz dedim sana kurtardı.
Очень кратко выступлю. Сегодня для меня это счастье, что мы собрались в этом зале, вот, что мы здесь видим, понимаем друг друга, как современники, как единомышленники. Вот все, что здесь было сказано, так, оно прописано в моей судьбе, так я понимаю. И именно на азербайджанской земле здесь начинается вот то самое 80-летие, которое на этом плакате вот указано, так. Ну, так повелено историей. Эту дату надо отметить соответствующим образом и со своими современниками, с вами. Ну, что мне сказать? Это для меня колоссальное событие, что мы сегодня здесь вот так вот задушевно беседуем, поздравляем друг друга, так, вникаем в суть тюркских литератур и культур. Но и сегодня было еще у меня одно событие, незабываемое для меня колоссальное событие, встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Целый час мы беседовали. Такого единодушия, такого взаимопонимания ищешь, не найдешь. Вот, потому что атмосфера этой страны, потому что менталитет этого народа именно располагает к этому.
И мне вот судьба улыбнулась. Я оказался сегодня среди вас. Сегодня начинается как бы отмечаться этот юбилей. К нему еще надо до конца года ждать. Но тем не менее, я уже сейчас хочу сказать азербайджанским моим собратьям и литераторам, и писателям, и интеллигенции всей. Я глубоко благодарен. Я кланяюсь вам. И дай Бог, чтобы еще и еще было бы для этого повод, чтобы приезжать в Баку, встречаться с вами, вдохновляться и иметь еще подзарядку на дальнейшее творчество и продление жизни. Всего доброго. Спасибо. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Türkistan, Kafkazistan ey güzel yurdumuz, bunlar bir soylu. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Перед вами ректор института, Казахского института экономики и консалтинга Абен Нурманов. Мына жерде өткен жылы Қазақстанда өткен Гейдар Алиевке арналған конференцияда сондағы кітап Абен Нурманов аударған мінекей Қазақстанда өткен. Гейдар Алиевтің жаңа қазақ тілінде аударылған кітабы, сондықтан енді Құда қаласа Алматыда кездесеміз. Сондықтан мына жаңағы Гейдар Алиевтің жаңағы Ғафар Малимнің жаңа жазған несін мен қазақ тіліне аударған едім. Соны енді Эткам Ибрагимге неге берсем. Илхам сізге. Мына қазақ тіліндегі Гейдар Алиевтің кітабы. Книги, которые я перевел на казахском языке про Гейдара Алиева. Вот. Поэтому поручаю вам. Одан кейін енді Құда қаласа мына елде не алып жатырмыз? Елге барамыз Құда қаласа, ол жерде өзіңіздің жаңа атыңыз бар. Sizin ақ пароходыңызға біздің ақ түйе. Еще сними, пожалуйста. Подарок верблюд. Şehirge geldi. Mən Məmmədov Əflatun Məsimoğlu
Я, Мамедов Афлатун Масимоглу, родился 1 мая 1964 года в селе Арджут Бүйүк-Гаракельсинского района Памбакского махала. В 1971 году я пошел в первый класс нашей сельской школы. Воспоминания о селе очень дороги для нас. Все времена года в селе, будь то лето, весна или осень, были своеобразными. Очень характерные особенности села сильно привязывали нас к нему. Осенью село было красивым, с его садами и огородами. Зима была снежная и суровая, но нам нравилось ходить в школу, идя из одного конца села в другой, переходить через замерзшую речку, которая делила село на две части. Мы получали от этого удовольствие. Зимой мы катались на лыжах. Лыжи были у всех. Они были как самодельные, так и покупные. Мы проводили лыжные соревнования, поэтому нам так нравилась зима. Так беззаботно мы проводили наши дни там. Конечно, приход весны нас очень радовал. Особенно праздник Новруз был знаменательным событием в селе. В отдаленном регионе, в арджутском селе Бүйүк-Гаракельсе, сохранение традиций, этих прекрасных ценностей и духовных качеств было святым делом для нас. Потом, конечно, приходили летние каникулы. Мы проводили их, кося траву, собирая созревшие фрукты из садов и помогая взрослым. Между нашим и соседним селом Сарал протекала река, которую мы называли Дибет. Мы каждое лето отдыхали на берегу этой реки и купались в ней. Так, мы очень весело и дружелюбно проводили наше детство. Население Арджута по численности очень быстро возрастало. В связи с этим, по сравнению с прошлыми временами, село увеличивалось. Число его хозяйств и семей было где-то 500-600. Позже это число увеличилось до 800, потому что каждая семья разрасталась и образовывала несколько новых семей, которые тоже заводили свое хозяйство. Наше село с населением в 3-4 тысячи человек имело интересный и уникальный уклад жизни. Наша активная деятельность среди армян, как на олимпиадах, так и на спортивных и межрайонных соревнованиях, проводимых в Бүйүк-Гаракельсе с армянскими селами, постоянно беспокоила армян. Их высокомерие и пренебрежение по отношению к нам всегда чувствовалось. До сих пор я помню это. В нынешнем Ванадзоре, бывшем Бүйүк-Гаракельсе с измененным названием Киравакан, был огромный стадион. Мы там участвовали в мультиспортивных соревнованиях по легкой атлетике. Мой старший брат Тахир особенно преуспел в спорте. Он занял первое место в беге на 60 метров. Также он занял первое место в марафоне на 500 метров и первое место по волейболу. После этого группу нашего села, участников спортивных соревнований, окружили армяне. Мы спаслись от большой беды. Они пришли, окружили наш автобус и попытались его перевернуть. Тогда в дело вмешалась милиция. Наш успех и отличные показатели они встретили с такой досадой и завистью. Также, вследствие гнусных намерений, двойных стандартов, злонамеренных, лицемерных и коварных действий, направленных против нас,
произошли события 1988 года. Kim bu əməlləri ilə hadisə gəldi, 88-ə çıxdı. Və biz bunu gözləyirdik də, bunların içində yaşamaq çox çətin idi. Это было ожидаемо, потому что жизнь среди армян была трудной. Все население села, которых всегда притесняли, чьи права попирались, все мы знаем, как нелегко было жить под влиянием армян. Мы делали все так, чтобы им нравилось, чтобы мы могли продолжать жить там. Мы совершали все возможные действия, все, чтобы мы могли жить там безопасно. Но это продлилось недолго. Начались те тяжелые дни для села, когда мы уже были обречены пережить депортацию. Çox da sürmədi. Kəndin o məşəqqətli günləri başladı. Demək, deportasiya illəri yaşanmağa. Землетрясение в Хамамлы в 1988 году, так называемое Спитакское землетрясение, оказалось нашим спасением. Мой отец Масим Мамедов долгое время был заведующим отдела образования нашей сельской школы. Он умер в 1986 году. Və o 1986-cı ildə demək dünyasını dəyişmiş. Наша мать Гюллер заботилась о нас, 6 детях. Моем старшем брате Тахире, старшей сестре Пакизе, обо мне, моей сестре Ираде и младших братьях Натике и Намике. Böyük bacım Pakizə, sonra mən gəlirdim. Məndən sonra bacım İradə gəlir, ondan sonra Natik, Namik, belə ki 6. Итак, для 6 человек, живущих под опекой моей матери, эти переживания по поводу депортации были немного трудными. Я тогда только окончил университет в Баку. Наша семья была в селе. Моя сестра Ирада и младший брат Намик остались с мамой. Он тогда учился в 4 классе. Balaca qardaşım 4-cü sinifdə oxuyurdu. Kənddə telefon stansiyası qurulmuşdu. В селе была установлена телефонная станция. Этот телефон был очень нужен населению. То есть наши родственники, полные надежд, могли связаться с Баку по этому телефону. После землетрясения в Спитаке я приехал в Газах. Там мы наняли один из больших грузовиков КАМАЗ. Və o qoşqulu o yük maşınları orada hazır vəziyyətdə elə demək olar ki Cəfəri. Недалеко от села Джафари стояли наготове грузовики с прицепами. Несколько человек договорились и наняли по грузовику и поехали в село за вещами. Село напоминало нам о тяготах войны в Афганистане. O Əfqanistan savaşının məşəqqətlərini andırırdı bizə. В селе действовал комендантский час. Нас встретили военные и дали конкретное время, чтобы собрать вещи и покинуть село к 6 утра. Elə axşam saat elə olar 7-də gəlib çıxmışıq. Soyuq qış günü. Мы добрались до села в 7 вечера. В холодный зимний день в декабре произошло землетрясение. И мы покинули село 8 декабря 1988 года, всего через пару дней после землетрясения. Так, наняв из Газаха грузовики вместе с односельчанами и с родственниками из Баку, поехали в село. И до 6 часов утра, за короткий промежуток времени, который нам дал комендант, мы успели собрать только важные вещи. Несколько семей собрали, что могли, из вещей, одеяла и прочее. Мы разделили грузовую часть КАМАЗа перегородкой на равные части, чтобы все могли собрать одинаковое количество груза, поехать в Газах. После Газаха мы, конечно, двинулись в сторону Баку. Там уже нам оказали помощь государственные органы. Моя покойная бабушка Тукязбан говорила: «Сынок, ты дружи с ними, но будь всегда настороже». Она рассказывала о зверствах, произошедших в Вартане в 1918 году. В то время большая часть села, старики, молодые, дети, младенцы, беременные женщины, были собраны в мечети и сожжены. Это произошло в 1918 году, в период первой депортации азербайджанцев. Это была ужасная трагедия. В ходе первой депортации в 1918 году изгнанное население нашего села Арджут вынужденно перебралось в Турцию,
Ведь Турция находится совсем рядом с нашим селом. Во время этого переселения, когда люди переправлялись через реку Арпачай, много людей упало в воду и утонуло. Один из моих дедов, Таптых, дядя моего отца, потерялся, когда его семья переправлялась через Амасию, через город Гюмри. Мать потеряла ребенка во время депортации в толпе. Позже, много лет спустя, его брат Мамед, сельский учитель литературы и азербайджанского языка, в то же время он был дядей моего отца и моим тестем, разыскал Таптыга. В Гюмри, Амасия, в селе Гузу, нашли того, оставшегося под ногами людей, мальчика, и с тех пор его стали звать Таптых. Так Мамед нашел своего брата. Когда моя бабушка Гюляндам была при смерти, она уже плохо видела. Ей сказали, что ее сына нашли. Об этом невозможно рассказывать без волнения. У ребенка на спине было родимое пятно. Она рукой провела по его спине, узнала своего сына и после этого скончалась. Конечно, мы не можем забыть эти потери, тяготы и жестокости, причиненные нашим людям. Наше трогательное прошлое, наши ценности зовут нас в Западный Азербайджан. Мы должны вернуться, потому что эта земля принадлежит нам испокон веков. Это наша исконная земля. Там находится могила моего деда. Ни доли этой земли нельзя отдавать никому. Человек может отдать кому-то только свою личную собственность. Земля – это души наших предков. Земля – наследие наших предков. Земля – это наши корни, наши гены. Наконец, земля – это мы сами, это наша жизнь, это наша душа. А душа никогда не может быть отделена от тела. Поэтому, рано или поздно, мы вернемся на эту землю. Gece tezi kaydedeceğiz.